Ay, Georgi kadar gitmesin. Georgi kadar gitmesin. სიყავი დამაცნება სიმართლე გაილოცო. ძალა ვერ იქნება ამ ქვეყანაში სიმართლე. სიმართლე იქნება ძალა. გაწიე კამერა, თორე გაგიტროთ ოფისში ჟურნალისტი. ხოდა ვინც არ უნდა იყო გაწიე კამერა. В ночь на 3 февраля в Тбилиси снова столкновение силовиков и протестующих. Продолжаются масштабные протесты. Вот уже третий месяц идут протесты в Грузии. Силовики третий месяц бьют и арестовывают. Теперь все жестче. Акция с требованием провести новые выборы и освободить задержанных ранее митингующих переросла в задержание активистов и лидеров оппозиции, а затем и избиение ее участников, в том числе в ночь на 3 февраля 2025 года. Обсудим все это с экс-заместителем министра юстиции Грузии и Украины Гия Гицадзе, известный грузинский политик, украинский политик. Гия, приветствую вас, добрый день. Приветствую вас. Спасибо за приглашение. Гия, что происходит? Вот уже третий месяц, сегодня 3 февраля 2025 года, происходят жесткие протесты, избиения, столкновения и, самое главное, задержание активистов и лидеров оппозиции. Как вы это оцениваете? Я уже с самого начала говорил, что после того, как они украли выборы, это было начало демонтажа режима Иванишвили, поэтому они почему-то, наверное, думали, что все диктатуры так думают, что когда они будут там арестовывать и избивать демонстрантов, их будет все меньше и меньше, а в Грузии их все больше и больше, и каждый день и в каждом городе. Потому что все это начиналось в Тбилиси, а сейчас такая же активность в регионах Батуми, Зугдиди, Кутаиси, других больших и маленьких городах. Поэтому я думаю, что вот то, что они вчера сделали, это как раз агония, когда полицейские просто нападают сами на людей и избивают их, ругают. Только вчера арестовали 30 мирных демонстрантов. И я думаю, что режим Иванишвили постепенно идет к концу. Им не удержать власть, когда народ не хочет их. И они свободно даже на улицах не выходят. Они даже в других странах, там, в Европе или в других государствах, когда встречаются с случайными там, грузинскими туристами, они тоже на них все подчеркивают, что они рабы путинского режима и так дальше. Поэтому нет никакой поддержки народа, есть только правоохранительные органы, их лидер Бидзина Иванишвили и несколько людей, которые на него активно работают. Гия, вот мы смотрим кадры задержания лидеров оппозиции Гиги Угулава и Ника Мелия. Расскажите, то есть, что вообще происходит, в каком это государстве могут, в принципе, арестовывать лидеров оппозиции, это политические фигуры, за что вот эти ужасающие кадры, которые мы с вами сейчас смотрим? Это же не первый раз, ну, в смысле, Миша Саакашвили сидит у них уже давно в тюрьме, и для всего мира известно, что он политический заключенный. И они регулярно арестовывают разных политических лидеров. Гиги, например, был мэром Тбилиси и строил город, строил дороги. В это время Тбилиси очень преобразовался. Ника Мелия тоже один из лидеров оппозиционной партии одной. Поэтому вот они как будто показывают всем, что они пойдут на все. Потому что Бидзина Иванишвили несколько месяцев назад сам, никто его не спрашивал, сам он сказал, что я хочу, чтобы все знали, что я не Янукович. Но так как он сам начал сравнивать себя с Януковичем, это уже симптоматично. Гия, что грозит лидерам оппозиции? Вот это какие действия могут быть? Их арестуют на сколько дней? Это будут недели? Там это зависит от их решений. Там же нету фактически правосудия и независимого суда.
там соберутся, если они примут решение оштрафовать, выпустить, оштрафуют, выпустят. Если примут решение задержать на 2 недели, 30 дней задержат. Если примут решение посадить на 2 года, найдут статью в Уголовном кодексе. Поэтому там невозможно заранее сказать, что будет, какие решения они будут принимать. Но самое главное состоит в том, что ни один политический лидер не руководит этими акциями и демонстрациями. Это все народное восстание. Поэтому они не могут от результатов уйти, потому что это самоорганизованный грузинский народ, и если какой-то оппозиционный лидер на какое-то время задержан или арестован, это не будет влиять на протесты. Я думаю, что протесты будут все больше и больше. Людей будет все больше и больше. И грузинский народ вот уже 3-й месяц каждый день выходит, и они самоорганизованно стараются в рамках Конституции, в рамках закона мирно собираться, и вот такими мирными путями с ними попрощаться. Хотя полиция в последнее время перешли там, на какие-то бандитские действия, они их действия уже давно не похожи на действия полиции. Они как действуют, как ОМОН действует в Москве. Да, и вот одно из ярких кадров хочу вам показать. В избиении и оскорблении демонстрантов принимал участие сам глава департамента по особым поручениям. Гея, что это за департамент в Грузии по особым поручениям, что его сам глава принимает участие в таких ужасающих действиях? Это такая фигура Зviad Харазишвили, который санкцирован нашими американскими партнерами. Он в списке Магнитского, и после этого так называемый грузинский президент его наградил орденом достоинства, чтобы его поощрять. А он там сидит в своей машине и матерится, в смысле на демонстрантов, ругает их. А потом там вызывает там своих сотрудников, они крадут каких-то демонстрантов и вместе избивают. Ну, я думаю, что на это смотреть очень тяжело, но надо это все пережить. И я думаю, что это время уже настало, потому что температура поднимается, они уже сами даже себя не могут контролировать. И будут, наверное, допускать много ошибок, и Бедзина Иванишвили придется отказаться от власти, которую он украл у грузинского народа очень скоро. Уважаемая аудитория, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube, даже счастливая, в комментариях напишите несколько теплых слов в поддержку грузинского народа, в поддержку вооруженных сил Украины и Украины. В комментариях напишите, что вы думаете о ситуации в Грузии в целом, как можно ее поменять. Гия, вот я хотела бы с вами о президенте, новоизбранном парламентом Грузии, пророссийским, поговорить, но прежде всего хотела бы вас уточнить. Считаете ли вы, что Саломе Зурабишвили поступила так, как должна была, то есть покинула дворец? Очень многие ожидали, что именно дворец или там резиденция президента Грузии будет тем местом, где оппозиция сможет организовать свой политический штаб и начинать некие политические движения. Но Саломе, она вышла и сказала, что я покидаю свою резиденцию, будет в другом месте находиться. И таким образом очень многие сказали, что надо было проявить более сильную позицию. Но, наверное, это была ее угроза ареста. Как вы считаете? Интересно ваше мнение. Вы знаете, Саломе Зурабишвили на уровне заявлений, после того, как грузинская мечта перешла все границы и стала ярко выраженным союзником России, после этого она начала делать правильные заявления и устраивала визиты в Европе, в Америке к нашим друзьям, партнерам и так дальше. И все, что она говорила и как она себя вела, это заслуживает похвалы. Но у нее все равно, она же была избранница Бедзины Иванишвили, она же баллотировалась от их партии. Поэтому вот то, что она говорила и заявляла, это все окей, а то, что она действуя, например, она не помиловала Мишу Саакашвили, она встречалась с европейскими, с американскими лидерами и говорила, что в Грузии нет власти, в Грузии нет суда, в Грузии нет этого, я единственный легитимный президент, а пока у нее было время
помиловать не только Мишу Саакашвили, но и других политических заключенных. Она не предпринимала такие действия. Поэтому, что мы можем сказать? Можем только поблагодарить Саломе Зурабишвили, что она все равно старалась на международном уровне подчеркнуть, что эти выборы украдены. Ну, она сделала, наверное, то, что она смогла сделать. Ожидали ли вы, что действительно президент уже де-факто, де-юре бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили останется в своей резиденции и сделает из нее штаб-квартиру политической оппозиции, борьбы с новым режимом пророссийской грузинской? Я не знал, как она себя поведет. Там было два варианта. Или останется, и люди будут защищать ее резиденцию, или выйдет из здания, но не знаю. Ну, в смысле, логично было то, что мы сейчас получили. Хотя это тоже особо не имеет большого значения. Да, когда оппозиционные лидеры стараются на международном фронте, дипломатическом, довести слово грузинского народа до наших партнеров, это очень хорошо. Но для грузинского народа сейчас конкретно какой-то политик вообще не имеет никакого значения. Если там Саломе Зурабишвили или другие политики будут озвучивать то, что хочет грузинский народ, они останутся политикой. А если нет, тогда они просто уйдут с политики, и грузинский народ все равно продолжит свою борьбу за независимость. Гея, каким вы сегодня видите этапность пути свержения пророссийской власти, грузинская мечта, и точнее многие ее называют российская мечта, учитывая то, что у них их президент, впервые избранный парламентом пророссийским, то есть не обществом, а парламентом, у них их премьер-министр, все коалиция, полностью монобольшинство, как бы я говорю уже, знаете, украинской терминологии. Что сегодня можно сделать? Грузия маленькая страна, небольшая экономика, и Грузия зависит, доходы и бюджет, и уровень жизни зависит от сервисов, от обслуживания, от финансово-банковской системы, от туризма. И по всем этим направлениям сейчас большие минусы. Евросоюз не допустил, не признал полномочия, Совет Европы, делегации ПАРЕ не признали полномочия грузинской делегации. Американские власти ввели санкции к нескольким высокопосадовцам. И сейчас будет очень важно, если этот путь, которого начинал Блинкен, будет продолжаться Марко Рубио. Если в ближайшем будущем мы еще увидим какие-то там пару человек, которые дополнительно санкцируются, это будет значить, что Америка не поменяла свою внешнюю политику в отношении с Грузией. Что касается самого Марко Рубио, я очень надеюсь, что он будет принимать правильные решения. Я знаю, что он еще с молодых своих год очень хорошо разбирался в вопросах Грузии, Кавказа. И я знаю, что у него есть своя конкретная позиция, поэтому я надеюсь, что вот шаги, которые сейчас будут приниматься Евросоюзом, Британией и Америкой, ускорят неочередные выборы в Грузии. Кроме этой пути неочередных выборов в Грузии у властей сегодня нету ничего, потому что у них есть, посмотрите, да, у них есть полиция, прокуратура, суд, но они не могут на улицу выйти без охраны, вы понимаете меня? Ну, в смысле, это такие власти долго не удерживаются. Гея, действительно, новая администрация Трампа, если будем с вами обсуждать этот момент, что может она изменить по сравнению с администрацией Байдена? Потому что я обратила внимание, что Трамп лично пригласил уже бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили на свою инаугурацию, о чем действительно много свидетельствует. Сейчас мы понимаем, что финансирование вообще американское, международное, приостановлено. USAID сайт вообще лег. Как вы сегодня видите контакты администрации нового избранного президента Трампа с Саломе Зурабишвили или с оппозицией? Вот ваш взгляд, как это может работать? Я думаю, что пока идет аудит, и на 90 дней закрыли и у нас в Украине, и в Грузии, там проекты, разные очень полезные проекты, в принципе, для медиа и так дальше. Ну ничего, я думаю, что
на уровне дипломатическом, на уровне посла и своими решениями. Они должны просто принимать решения, которыми подчеркнут, что они поддерживают грузинский народ. Председатель комиссии, Хельсинской комиссии, конгрессмен Джой Уилсон каждый день пишет на X свое мнение, как должны себя вести власти Америки, Британии и Евросоюза. И я думаю, что вот постепенно, пошагово будут поступать ответы от Евросоюза, Британии и от Соединенных Штатов Америки. И после этого у Бигзини Иванишвили останется все меньше и меньше ресурсов, чтобы контролировать, потому что там оказалось, что у него под британской юрисдикцией очень много компаний и очень много денег под контролем, и поэтому, наверное, наши британские друзья тоже работают над актами, которыми они могут санкционировать. А что касается Грузии, в Грузии нету нефти, газа и таких ресурсов, чтобы какая-то диктатура своими там ископаемыми доходами от ископаемых там удерживала бюджет. Гия, что вы скажете о новоизбранном парламентом Грузии президенте? Интересен ваш все-таки профессиональный взгляд, потому что мы поверхностно знаем об этой фигуре. А как вы ее оцениваете? Может быть, какой-то ее исторический, биографический бэкграунд? Вам слово. У меня свое мнение, может быть, неправильное, просто я же следил за тем, когда, например, Бигзини Иванишвили выбирал на пост президента, кто будет кандидатом с их партии. Первый раз выбрали Георгия Маргвелашвили. А Маргвелашвили, он такой образованный профессор, у него есть свои принципы, свои видения, он прав, не прав, это другое, но просто и Бигзини Иванишвили не смог его контролировать. Месяцев через, не знаю, 3-4 у них начался конфликт, как только Маргвелашвили стал президентом Грузии. Потому что как только он стал президентом Грузии, он сказал, что я президент всех Грузий. И поэтому на все задания от Иванишвили реагировал так, выборочно, что-то выполнял, что-то нет. Потом они избрали Саломе Зурабишвили, бывшего дипломата, бывшую гражданку Франции, с опытом и так дальше. И как только Саломе Зурабишвили тоже стала президентом, и они начали радикально менять курс, она тоже вышла из контроля. И поэтому для Бигзини Иванишвили, наверное, был такой выбор. Давайте найдем кого-то, кто будет никто, и никто с ним не будет говорить, кроме меня, кроме выполнения моих заданий. Поэтому вот этот никто и есть сейчас президент. И это сегодня устраивает грузинскую мечту на 100%. Грузинская мечта, посмотрите, грузинская мечта сейчас невозможно сказать, что они одна команда, потому что я получаю информацию, как у них внутри команды очень большие конфликты уже, потому что там, когда они вместе зарабатывали деньги, это хорошо, но когда они видят, что сейчас будут санкции, и бизнес, и депутаты, которые стали богатыми и так дальше, и дети, у которых учатся там в Америке, в Евросоюзе, в Лондоне и живут, они не хотят такой жизни. Поэтому внутри команды есть большие стычки, пока это не выходит наружу, но я думаю, что это случится очень скоро. Они там стараются с разными там нашими друзьями, партнерами встречаться, просить, чтобы их не санкционировали. Вы знаете, что вот несколько месяцев назад генеральный прокурор Грузии уехал в Европу, оттуда отправил письмо, что он подал в отставку, и потом, как я знаю, по-моему, уехал в Америку. И вот этот процесс отставок и будет продолжаться, я думаю, и они тоже поймут, что там 5 человек, у которых есть власть, все равно не могут эту власть применять, когда всеобщее восстание и в народе никто не хочет их видеть у власти. Гия, а как сегодня мощно финансируется грузинская мечта извне, из Российской Федерации? Вот интересно, это большие вливания или это совместные российско-грузинские проекты экономические?
Там экономических сегодня ничего нету, русские же никогда не финансируют. Русские даже после 90-х даже Абхазию забрали у Грузии и вообще не финансировали, там все ржавеет и стареет. Нет, я думаю, что Грузия была каким-то очень существенным и очень важным транзит-хабом для России после нападения на Украину. И транзит-хабом не только для товаров, но и для денег. Я думаю, что вот на этом и ну, не бюджет Грузии, но вот эти люди, которые у власти, наверное, и зарабатывали деньги, и применяя финансовые банковские механизмы для обхода санкций России, для ведения бизнеса и так дальше. Поэтому у них, я думаю, сейчас финансово такое обоюдно полезно дружеские отношения до сегодняшнего дня. Гея, вы знаете, когда я общаюсь с Ахмедом Халидовичем Закаевым, да, премьер-министром Ичкерии в экзиле, когда я общаюсь с главой Ассамблеи народов Кавказа Русланом Мухамдиевичем Кутаевым, все они мне говорят, что Грузия очень важна для России с точки зрения того, что если Грузия будет свободна от российского гнета, от российского влияния, то тогда это даст толчок для фрагментации России и для того, чтобы много народов Кавказа были свободными, независимыми. Согласны ли Конечно, вы конечно. с этой точки зрения? 100% согласен, 100%, потому что для Российской империи, еще начиная с царства и России, это было очень важно владеть Грузией, потому что Грузия это был ключ Кавказа. Если сейчас грузинскому народу не удастся освободиться от этой диктатуры, я думаю, что там несколько следующих месяцев они будут проводить спецоперации против, например, Пашиняна, потому что русских он не совсем устраивает. Ну, вы понимаете, это из Грузии всегда все вот это начинается, потому что если наши бывшие республики советские, там Казахстан и другие увидят, что у Грузии не получилось, тогда они тоже будут более лояльно относиться к России. И поэтому они все смотрят сейчас на действия американцев, Евросоюза и британцев, будут, как они активно будут поддерживать грузинский народ. Что касается чеченцев, ингушей, других наших кавказских братьев, они веками воюют и борются за независимость. И для них свободная независимая Грузия от русского влияния – это большой шанс создавать прогрессивные светские государства. Так и делал Джохар Дудаев вместе с нашим грузинским президентом Святом Гасахурди. Но после того, как русские там 15 лет воевали и расстреляли там больше, чем половину населения, которые и все равно не выиграли эту войну, а сейчас просто дотации дают чеченцам, а чеченцы народ просто принял решение выживать и ждать. Вот. Сейчас настал момент, когда весь мир прогрессивный должен поддержать грузинский народ, чтобы закончить господство Российской империи на Кавказе. Гея, финализируя нашу с вами сегодняшнюю беседу, конечно, не могу не спросить вас, какие у вас ожидания от администрации Трампа в контексте, безусловно, что переговорного процесса. Будет ли он, Дональд Трамп, его администрация, сильно давить на Путина, применяя все санкции? Вот последние цитаты самого Трампа. Трамп заявил, что переговоры с Украиной и Россией успешно продвигаются. Канада ввела ответные пошлины для Америки вплоть до 25%. Многие усомнились в верности принятых Трампом шагов, и цены на криптовалюту рухнули. Трамп заявил, что Панамский канал можно получить без боя и ввода войск. Трамп собирается ввести дополнительные пошлины на товары из ЕС. То есть сегодня Дональд Трамп начинает, как мне сказали эксперты, международники, американисты, действовать против своих союзников прежде всего. А у меня вопрос, будет ли он действовать жестко против Путина? И, как он сказал, если Путин не сядет за стол переговоров, тогда он уничтожит Россию, потому что мы наложим такие санкции, что Россия будет уничтожена. Вот мне интересно ваше ожидание от его администрации. Да, я думаю, что да. Я думаю, что он не позволит Путину показать свою силу, потому что он сейчас хочет всему миру доказать, что он сильный президент, который строит великую Америку, поэтому если там проявить слабину перед Путиным, что-то я это не допускаю, не могу. А что касается своих партнеров, я в принципе
понимаю то, чего он хочет добиться. Например, когда он первый срок его президентства, он когда общался с канцлером Меркель и уговаривал ее поднять финансирование со стороны Германии НАТО, и Германия отказывалась даже в 2% от своего дохода финансировать НАТО, он тогда говорил, что вы хотите, чтобы я финансировал вашу безопасность, чтобы вы себя защищали от России, и торговались, и зарабатывали миллиарды в союзе с Россией. Поэтому там есть вот эта экстравагантность, но у него такая цель, он хочет уменьшить влияние китайцев в Канаде, Гренландии и Панамском канале. А что касается внешней политики, я не думаю, что администрация Трампа будет торговаться с русскими насчет Грузии, потому что если с ними торговаться насчет Грузии и если Грузия останется в руках России, тогда Кавказ полностью будет контролироваться русскими, и тогда Путин будет воссоздавать Советский Союз реально. Уважаемая аудитория, традиционно поставьте лайк этому видео, в комментариях напишите, что вы думаете о ситуации в Грузии, в Украине, о ситуации в Америке. Нам интересно, ценно ваше мнение. Известный украинский политик Гия Гецадзе, мы сегодня обсуждали протестное движение в Грузии и как силовики избивают, арестовывают оппозицию, как они очень жестко действуют против общества грузинского. Мы желаем Грузии победы над Россией во всех смыслах этого слова. И, безусловно, что Украина должна победить Россию. Это победы нам всем во всех фронтах. Гея, спасибо вам большое.